الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, завершили 27-й день месяца Рамазан, и начался у нас сейчас уже предпоследний день, 28-я ночь месяца Рамазан. И это говорит нам о том, что праздник Гаид, Ураза Гаита, Аидуль Фитр, он уже вот-вот начнется. Он уже еще чуть-чуть и уже наступит. И поэтому сегодня я хотел бы поговорить именно о той обязательности, которая касается каждого из нас, которая касается каждого постящегося, это обязательство выплатить садакатуль фитр или закатуль фитр. Фитр садакаса мы это называем по-татарски, да, и на русском садака фитра. Фитра та самая садака, которую необходимо выполнить. Итак, фитр садакасы, садакатуль фитр, это та самая садака, то самое подаяние, которое верующий должен выплатить до совершения праздничной молитвы. То есть, эта садака обязательно должна быть выплачена до того, как ты совершишь праздничную молитву. И эта садака является той самой предписанной садака, которую посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязал выплатить сподвижникам. И в хадисе говорится, Абдуллах ибн Умар говорил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязал выплачивать садакатуль фитр, или как его еще по-другому называют, закатуль фитр, каждому мужчине и женщине, свободному и рабу, са'ам фиников или са'ам ячменя. Са' фиников и са' ячменя, это, во-первых, здесь речь идет про еду, про продукты, которые существовали во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и которые ели. Алейкум ассалям. И здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул нам о мере объема са'. Один са' он равен 4 пригоршням вот охапки, да? Вот что ты можешь схватить вот своими ручищами, как говорится, да? 4 раза это вот как раз таки и будет 1 са'. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязал. Значит, схитрить, схалтурить не получится. Если не выполнишь, то возьмешь себе грех. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязал. Во-вторых, нужно сказать, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, здесь обязал выплачивать из фиников и ячменя. Ученые говорят, что посланник Аллаха обязал сподвижников выплачивать той едой, которая была распространена в его время, в его обществе, в их городе. И поэтому раньше финики это была основная еда. Люди чем питались? Люди питались мясом, люди пили молоко, люди ели финики и мука, пшеница там и так далее, ячмень, вот зерновые культуры. И все. И на сегодняшний день, вот если просто сравнить нас, да, вот сегодня кто, допустим, на завтрак, на ужин, на обед там кушает финики? Нет. Сегодня, будем честны, для нас финики это, во-первых, либо мы разговляемся во время Рамазана, когда завершаем уразу, либо дома мы как будто вместо конфет. Как будто, альхамдулилля, природный фрукт, да, природная, получается, ягода, или же жимыш, не знаю уж, как это, по какой категории это подпадает, да, но финики сегодня у нас не более чем такие сладкие какие-то эти, да, просто, как сказать, для услощения, но не является основной едой. И ячмень, которая была упомянута в хадисе, вот если пойдете на рынок, да, если захотите купить ячмень и поинтересуетесь, кто у вас покупает, ячмень сегодня закупают для чего? Чтобы кормить животных.
Это всевозможные фермеры, у кого есть домашнее хозяйство и так далее. В основном они, чтобы кормить своих домашний скот, закупают ячмень. Сегодня ячмень не едят. То есть человечество, оно потихоньку, люди потихоньку, из года в год, из поколения в поколение живут, альхамдулилля, еще лучше. И поэтому сегодня даже, может быть, кто-то даже ржаной хлеб особо и не ест. Ему нужно белая булка, белый хлеб, там, да, пшеничное нужно что-то такое. И поэтому ученые сказали, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, обязал выплачивать садакатуль фитр из еды, которая была распространена в его время и в его обществе. Значит, и мы, мусульмане, когда мы живем в своей стране, в своей местности, в своем обществе, мы должны выплачивать, если продуктами, должны выплачивать то, что у нас едят, то, что у нас распространено. А так, если сравнивать, что у нас едят в основном, да, вот из сыпучих из сыпучих культур. Это у нас макароны едят, гречку там едят, да, там рис, допустим, там из риса готовят и плов, и там и так далее, да, чечевицу, может быть, реже, горох тоже реже, да, но в основном такие культуры. И так посмотреть, они не распространены у арабов. Более того, та же самая гречка, да, если вы поедете, допустим, на Умру, там, в Мекку или в Медину, вы не найдете там гречку в магазинах, нету ее. И те люди, которые долгое время живут там, они говорят, когда слышат, что паломники приезжают, да, они говорят, привезите нам, пожалуйста, из России гречку. Тут нету гречки, кушать, говорят, хотим гречку, да, и заказывают много-много гречки. Почему? Потому что там не распространено. И поэтому в этом нет ничего страшного, это просто разность культур. Это просто разность распространения еды. И верующий, когда выплачивает этот садакатуль фитр, должен на это обращать внимание. Также ученые сказали, кто обязан выплатить садакатуль фитр? Они сказали, это каждый свободный мусульманин, который на момент выплаты садакатуль фитр обладает нисабом. Нисаб – это определенный объем, определенный ценз, да, лимит, при достижении которого человек уже обязан выплачивать либо закат, либо садакатуль фитр, как в этом случае. Когда мы говорим про закат, у нас тот самый лимит, после которого начинается отсчет времени года, 1 год должен пройти, а потом выплатить закат, там считается по нисабу золото. Здесь же, когда мы считаем про садакатуль фитр, кто обязан выплатить садакатуль фитр, ученые сказали, мы считаем по нисабу серебра. Почему? Потому что нисаб золота, он большой, труднодостижимый, а нисаб серебра, он более доступный и более распространенный. И поэтому сегодня, вот я сейчас не помню уже, муфтия сколько объявил? 54 тысячи, по-моему, да? Нисаб по серебру. 46 тысяч, да. То есть, это означает, что если у тебя на момент выплаты заката есть 46 тысяч рублей, ты обязан выплатить садакатуль фитр. Когда же мы говорим про закат, то там нисаб считается по золоту, и он сегодня равен 454 тысячи рублей. То есть, если у тебя твоих свободных сбережений набралось на сумму 454 тысячи рублей, ты обязан начать отсчет 1 года по хиджре. И когда 1 год по хиджре заканчивается, ты опять смотришь, сколько у тебя денег осталось. Если у тебя стало больше, альхамдулилля, те же самые деньги, альхамдулилля. Если же меньше, то ты закат не платишь. Но если 454 тысячи, либо больше, то ты уже с этой суммы должен выплатить закат 1/40 часть, 2,5%. Итак, значит, садакатуль фитр выплачивают люди, у которых одномоментно есть нисаб серебра, это 46 тысяч рублей, 41 даже, да? Машаллах, все дешевеет и дешевеет, все ниже и ниже. И поэтому 41, если у вас есть одномоментно 41 тысяча рублей, то это является обязательным для выплаты заката. Но и в целом, садакатуль фитр объем небольшой. Садакатуль фитр, он, как сказать, не такой тяжелый и не такой большой, объемный, как закат. И поэтому под силу практически 99,99% людям он под силу. И тем более цель этого садакатуль фитр, чтобы и нуждающиеся, и бедняки
тоже радовались этому праздничному дню, Аид-уль-Фитр, празднику разговения, Ураза Гаите. И таким образом, нужно стремиться выплатить садакатуль-фитр, не говорить там, да у меня 41 тысячи нету, альхамдулилля, никому ничего не буду платить. Да. Нет, нужно стремиться выплатить этот самый садакатуль-фитр. Человек обязан выплатить этот садака за себя, обязан выплатить за своих маленьких детей. Даже если ребенок родился за день до праздничного намаза. Даже если, допустим, он 28-27 Рамазана он родился, с него тоже выплачиваем садакатуль-фитр. С рабов, ну если есть рабы, да, сейчас рабство уже давно уже отменено. И вот за этих людей мы выплачиваем. За жену, либо за взрослых детей садакатуль-фитр давать не обязательно. Нет такой ответственности. Однако, если глава семьи, муж, да, например, у него там супруга, там 5 детей, пожилые родители там и так далее, да, если он за всех них выплатит закат, это засчитывается, и это будет, иншаллах, правильным. В чем суть этого садака? Зачем нужно выплачивать это садака? В хадисе, который приводится в Сунан Аби Дауд, сборнике Сунан Аби Дауд, сообщается, что Абдуллах ибн Аббас сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предписал, обязал выплатить садакатуль-фитр. Зачем? Чтобы это было очищением постящегося от пустословия, от дурных слов, и чтобы это было пищей для бедных. И тот, кто выплатит этот садака до намаза, до праздничного намаза, то это будет принятый садака, принятым закатом. А тот, кто выплатит его после намаза, то это будет обычная садака. И таким образом, ученые сказали, что цель этого садака – это очищение самого себя. И вот здесь вот нужно, как сказать, да, понять. Вот у нас существует такое вот предубеждение, когда человек дает садака или когда дает закат, он как будто, знаешь, так надменно, да, эй, ты, подойди, забери у меня мой садака, забери мой закат, это тебе, брат, там садака. Не забудь там меня вспоминать своим дуга. Вот имя мое, имя моего отца обязательно сделай, понял? А то не дам садака, например, там, да? Есть такие вот люди, которые вот постоянно напоминают о своем превосходстве и о своем, как бы получается, вот этом вот возвышенном положении. Конечно, в жизни это так и есть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, дающая рука, она лучше берущей руки. То есть человек, который обладает состоянием и который дает садака, который дает закат, у него есть превосходство перед человеком, который нуждается и берет это. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лучше дающая рука, чем берущая рука. Однако, это превосходство не должно приводить к тому, что тот человек, который дает, чтобы он возгордился, чтобы он напоминал постоянно, чтобы он вспоминал об этом, да, и говорил, да, я же тебе садака давал, что ты мне сейчас против, что ты меня сейчас говоришь? Я же тебе тогда помогал, ты что, забыл, что ли, да? Вот, как ты запел, например, как они там любят говорить, да? И Аллах Та'аля в Коране говорит нам, «Ля тубатилу садакатикум бильманни валь ада». Не уничтожайте ваши садака путем вспоминания о том, что вы давали, и путем унижения, путем принесения вреда тому человеку, который взял. И поэтому самое наилучшее деяние, которое может совершить верующий, это сделал и забыл об этом. Дал и забыл, передал и забыл, и больше об этом не вспоминает и не напоминает о своем существовании этому человеку. И поэтому, уважаемые братья, в целом садака и закат – это когда дающий имеет превосходство. Но здесь, в садакатуль-фитр, мы даем, чтобы не потому, что я вот круче, я лучше, чем он, который берет у меня, а потому что я хочу исправить самого себя. Я хочу очистить самого себя. У меня, естественно, месяц Рамазан прошел, я старался, держал уразу, сходил на таравих намаз и так далее, но у меня есть недостатки. Я не ангел. Я не являюсь безгрешным ребенком. Я не являюсь чистым, как слеза ребенка, как слеза младенца. Нет. И поэтому я нуждаюсь в том, чтобы я очистился. И вот в этом суть как раз таки садакатуль-фитр.
В этом суть, чтобы это послужило очищением от ошибок, которые допускал постящийся в своей уразе в месяц Рамазан, а также другая причина, другая мудрость, почему Аллах Тааля обязал через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, выплачивать садакатуль фитр, для того, чтобы люди помогали друг другу. Праздник Ураза Гайты – это большой знаменательный день. Курбан Байрам – это тоже праздник, это тоже знаменательный день. И альхамдулилля, у мусульман есть два больших праздника, в котором они радуются, в котором они веселятся. Но при этом они должны и друг другу помогать прочувствовать суть этого праздника. И поэтому во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, была распространена бедность. Было много людей, у которых не было даже еды. И сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, как в хадисах говорится, по 3 дня, по 7 дней не зажигался огонь в его доме. И даже в одном из хадисов говорится, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся домой и спросил у своей жены, есть ли у нас сегодня есть что-нибудь, покушать что-нибудь. Жена ему говорит, нет ничего. Он говорит, тогда я сегодня буду поститься, тогда я сегодня зайду на уразу. И это было все в первой половине дня. И поэтому во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, достаток не был таким распространенным. И как сказали ученые, Аллах, Ильчисы, пайгамбарыбыз Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, этим самым он всем сподвижникам сказал, обязал выплачивать садака и выплачивать едой. Потому что в то время основная ценность, основное то, чего не хватало, это была еда. Это была еда, и поэтому он говорил, выплачивайте едой, чтобы все почувствовали праздник, чтобы все насытились в этот день, чтобы все радовались этому дню. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязал выплачивать это едой. Однако впоследствии ученые, среди них имам Абу Ханифа, а также это мнение имама Ахмада, а также иных ученых, да, которые сказали, посланник Аллаха обязал выплатить тем, что было актуально во время, в его время, что было актуально. Тогда была еда, еды, как бы сказать, очень не хватало, да, и это был основной продукт, который, как сказать, вот, был нужен. И тогда было актуально в его время, и если наступит другое время, когда у людей есть еда, но нету одежды, у людей есть достаток, например, там, есть что покушать, например, там, да, но нету каких-то подсластителей, что обогатить стол, допустим, там, да, или же долги и так далее. И поэтому они сказали, значит, мы в целом должны преследовать цель принести счастье людям, нуждающимся беднякам. И если они нуждаются в деньгах, нужно дать и в деньгах, как они сказали. И это сегодня, субханаллах, соприкасается с нашей действительностью, с нашей реальностью. И даже вот недавно в Ютубе один ролик был, да, один современный ученый говорит, рассказывает такую историю. В одной арабской стране, что, говорит, происходит? Люди, говорит, покупают рис, потому что в основном закат платят рисом, да, и покупают рис в магазине, выходит, а там, говорит, нуждающийся стоит, бедняк там, допустим, там, да, передают ему рис, все, джазакаллах хайран, забирает, это садакатуль фитр и так далее, и уходит. Этот бедняк, говорит, рис набирается, он знает то, что норма его и его семьи, это, скажем так, ну, грубо говоря, там, в месяц там 10 килограмм риса, 15 килограмм риса, не больше. А тут ему 100 килограмм риса принесли, например. Особенно, если семья большая, или вот как у Алишерека, 9 детей, например, там, да, за каждого из них заплати, за каждого из них отдай. И когда вот много приносит, куда он все это, говорит, денет? Он, говорит, вынужден пойти и отдать в этот самый магазин, откуда покупается рис. Приходит в магазин, этот нуждающийся с рисом, приходит в магазин и что делает? Этот самый продавец, он не будет покупать за ту же самую цену. Так ведь? Вот в любой магазин придите и скажите, слушай, у меня там остаток товара есть, прими, пожалуйста. А? Он говорит, я, говорит, приму со скидкой, с дисконтом, за полцены, за треть цены, там, еще что-нибудь там, да? И в итоге этот, говорит, нуждающийся, он, говорит, и так теряет. Тут, говорит, и ему принесли рис, он рис, говорит, не кушает столько много, да? Пошел деньги сдал, чтобы хотя бы там за ЖКХ заплатить, там еще что-нибудь там, и там тоже потерял. Единственный, говорит, кто, говорит, выигрывает из этой ситуации, кто? Продавец, хозяин магазина. Он, говорит, наваривается на этом празднике. А хотя наша цель, чтобы, говорит, этот человек, нуждающийся, говорит, был счастлив и был, как говорится, ощутил праздник. И поэтому он говорит,
вот мнение имама Абу Ханифы здесь, оно, говорит, очень актуально. Очень актуально. И наши сестры, которые, допустим, в Татарстане, да, это вот уже из личной практики, да, альхамдулилля, Аллах Тааля так предписал, что есть очень много вдов, у которых много детей, да, и вот когда братья говорят, кому закат фитр отдать, кому там продуктами там и так далее, вот сестра есть без мужа, куча детей там и так далее, она по-любому нуждающаяся, и начинают возить ей продукты. А когда привозят продукты, они же не выбирают вот так вот, да, там чуть-чуть риса, чуть-чуть там гречки, чуть-чуть того-то, там мясо может положить, детям шоколадку, там еще чай, там еще что-нибудь там, да, полный такой вот продуктовый набор. Нет, 50 килограмм риса мешок, на, кушай мешок, 50 килограмм риса, и следующие 2-3 года, да, или же, например, там муку, на тебе там еще там 50 килограмм. То есть, вот приносят таким образом, и в итоге эта сестра говорит, мне, говорит, уже девать, говорит, некуда этот самый рис. У меня, говорит, балкон весь заставлен этим самым рисом. И вот здесь вот как раз-таки появляется для нас то, что это мнение отдавать деньгами, оно актуально. И у этой сестры наверняка есть очень много нужды обновить одежду детям, обувь, там всевозможные там одежды себе, своим детям. Может быть, там долг за ЖКХ набежал. Может быть, они хотят покушать не рис, а хотят пойти там в кафе Медину, там еще куда-нибудь там, да, и просто нормально посидеть и покушать того, что приготовили вкусного такого, или в Аль-Бухари, например, там, да, вот. И поэтому нужно стараться помогать им ощутить этот самый праздник так, как для них будет это, иншаллах, приемлемо. И поэтому среди праведных предшественников это было мнение, и оно было не просто мнение, оно было, как сказать, поддерживалось многими учеными, да, что можно давать и деньгами, и на сегодняшний день, альхамдулилля, по крайней мере в Татарстане, я не знаю людей, которые сидят и голодают без хлеба. Если вы таких знаете, скажите, ладно, сообщите потом мне, но таких нету. Есть те, которые сидят без масла, да, масло намазать на хлеб нету, да. Есть те, которые мясо не кушают, например, может быть, да, курицу там и то время от времени. Недавно один брат сообщил, так случилось, говорит, одна из, как сказать, соседей, знакомых, там, в общем, в одну семью принесли, говорит, курицу. И, говорит, маленькая девочка, которая жила, говорит, в этой семье, ну, нуждающаяся семья, она, говорит, радовалась, говорит, и кричала, у нас, говорит, сегодня праздник, у нас праздник. Почему праздник? Курицу принесли. Вы представляете? Это о чем говорит? Что ребенок даже мясо курицы не видит. У нас такие есть. Но которые без хлеба сидели бы, таких, альхамдулилля, нет. Поэтому нужно стремиться сделать так, чтобы эти люди, нуждающиеся, ощутили этот самый праздник. Порадовались этому и даже, может быть, да, увеличивали свое благосостояние и позволили себе то, что они не позволяют в обычное время. И поэтому последний момент, когда нужно выплатить садакатуль фитр, ученые сказали, самое наилучшее время это после рассвета и до совершения намаза. Обязательно до совершения намаза. После совершения намаза допустил ошибку. Обязан выплатить, да, но ты уже ошибку довершил. Ты не сделал так, как призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому до праздничного намаза и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешал некоторым сподвижникам за день, за два выплачивать садакатуль фитр. Также существует мнение ученых, что можно выплачивать на протяжении всего месяца Рамазан, потому что они сказали, Рамазан начался, все. Это уже является, говорит, причиной обязательства выплаты садакатуль фитр. И последнее, все, на этом остановимся, самое последнее. Альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, уважаемые братья, у нас сегодня 28-я ночь. Сегодня мы с вами читаем 28-й Тарауих. И, альхамдулилля, большая благодарность Всевышнему Аллаху, что дал нам возможность всем нам собраться в мечети и читать Тарауих намазы. И наша с вами забота, это как раз-таки отблагодарить наших хафизов. Они, альхамдулилля, с первого дня и по конец Рамазана приходят, читают, трудятся. А вы поверьте мне, это очень тяжело. Сами вот дома с женой попробуйте, почитайте один джуз в намазе, да? Я сколько лет имамом работаю, у меня такое было. Это очень тяжело. Я устал. И говорить, и голос сел, и это, да? И поэтому то, что они читают, альхамдулилля, это большой труд. Они меня не просили. Это как бы наша инициатива мечети. Нужно нам, братья, отблагодарить их. Нужно им помочь, отблагодарить и показать нашу с вами щедрость. Потому что, альхамдулилля, на протяжении всего месяца мы совершали намазы под их руководством и делали хатам. То есть сегодня мы читаем 29-й джуз Табарак, завтра делаем хатам, иншаллах, уже.
30-й джуз Корана. Поэтому давайте, братья, хорошенько отблагодарим. Поставили там у Бабая ящик, да, там написано помощь и поддержка для наших хафизов. Я сам положил 1000 рублей. Я как сейчас не говорю, как бы, чтобы понтоваться там или это, да. Но если я смог 1000, вы подавно сможете 1000 рублей. И поэтому даже вот сколько здесь людей присутствует, по 500 рублей, по 1000 рублей, по 2000 рублей. Если положим, это будет очень хороший для них подарок от нас, чисто от души. Поэтому, уважаемые братья, давайте это сделаем, иншаллах, хорошенько их отблагодарим. Иншаллах, на следующие года еще больше и еще лучше будем совершать таравих намазы. Поэтому, джазакумуллаху хайран, пусть Аллах Тааля примет наши поклонения. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу.